что, братцы, всем привет. Ну вот и наступила жара, ребята, как и обещалось. 33 градуса. Выезжаю на рыбалку. Планово хотел с девчонками, но девчонки, ребята, у меня жару не выносят. Они сразу сгорают, температурят. В общем, если я все-таки смуглый, ко мне солнце липнет, загар как бы у меня по сезону хорош. Многие даже говорят, где отдыхал, я говорю, на реке, на севере. То с девчонками так не прокатит. Болеют, потом, в общем, тяжко и толком жары не было. Первая жара такая, я говорю, нет, давайте, я говорю, дома сидите. Чуть подпадет, потом сгоняем. Загрузился, ребят, еду такое запланированное место, огромный пляж. Прямо на пляжу встану, хотя я вообще не люблю пляжи. Ну, попробую. Взял закидушки, тверские кормушки, шатер, ребята, в деле. В общем, столик, кресло, покайфую, побалдею. Наконец-то молодежь купается, ну что-то похожее на лето. Поехали, ребятки, попробуем. Ну что, ребятки, я на месте, долетел с ветерком. Вот такой пляж огромный, вообще огромный. Он оттуда начинается и туда еще за поворот, я не знаю, метров 700, наверное, 800 такой. Следы от квадроцикла, там дорога какая-то есть, можно заехать.
Вот дорогу бы узнать, на Невасике с девчонками можно приехать. Все забываю, что у нас Нива появилась же. Ну как появилась, уже сколько лет? 3 года. А все что-то какие-то машины, выезды-то не делаем. Теперь же можно и путешествовать и на автомобиле. Нива все такая, она Нива. Тем более багажник, фаркоп, все есть. Загрузились, приехали. Потому что вот эти перегрузки, вот это в машину, потом до лодки, потом в лодку, потом туда-сюда, а можно прямо на машинке доехать и кайфовать. Так что так. Ну, в общем, где-то здесь поляну буду ставить. Ровное место. Ну, тут люди были, видно, кто-то вот приезжал. Квадроцикл, скорее всего. Но огромный пляж, чистый. Вон, и купаться, и загорать, и рыбачить. Народу, ребят, на реке стоит. Ух. Жалко, что девчонки не поехали. Сейчас что-то думаю, а что? В шатре же все-таки. Шатер продувается. Ладно, короче. Чайки ругаются, видать, тут гнезда. Или что-то еще, потому что нападают аж. Ладно, что, буду базироваться, ребят. Потихоньку, помаленьку. Начинать рыбалочку. Поставим лагерь спокойненько. У меня тверские, и я наживку ничего не брал, ребят, у меня ничего нету. Червь испортился, опарыш испортился. Есть кукуруза, есть пенопласт. В общем, ставку на пенопласт будем делать. Да, нет. Зато мелочь никакая не будет. Мозга делать. Если зазвенит, что-нибудь зазвенит. Место здесь мне знакомо. Давным-давно я с этого пляжа рыбачил, очень давно. Леща ловили. Но это было очень давно. Ну вот, ребят, хата готова. Максимально, ребят, тут тенечек. Так что девчонок надо брать. Ну, что мне понравилось, ребят, то что здесь по всему периметру окна. Это не куб, это типа как ром идет, 2,30 на 2,90 вроде размера, не помню. И вот получается раз окно большое, 2, 3, 4, 5. Большая дверь. Все в москитках. Вот. И получается сейчас солнце у нас с этой стороны. 2 окна держим. Солнце переходит, допустим. И это открываем, то закрываем. И вот так по кругу. И нормально. Мы даже в Астрахани, в принципе, жили в этом шатре. Не в этом, конечно, а ну, точно таком же. Есть полностью, ребят, которые москитка идет до низу. Ну, как типа, как вот это, да, проход. Но будет залетать пыль, песок, если стоим на пляже. Потому что я считаю, это летний вариант. Тут даже есть юбка. Вот.
Я ее засыпал песком, потому что ветер. Ну, утянулся так, понятное дело. Ну, парус нехилый. Если подымет, то, блин, может и содрать. А так, вот в целом, ребят, шикарно. Ночью закрываем все. Это у нас как летняя палатка. Днем открываем, продувается от солнца, все нормально. Ну, тут ничего такого. Вот, две маленькие сетки. Такие органайзеры. Ну и не более того. Вот дверь. Дверь вот получается можно москитку закрыть. Как-то так. Ссылки, ребят, нету. Сразу скажу, брали чуть ли напрямую китайцев через Хабаровск на Авито. А объявление уже снято. Так что так. Я в нем уже не раз в таком плане. И вот себе на лето тоже захотелось. Вот как-то так. Вот такой шатерчик. В нем и буду кайфовать летние времена. Как бы и палатка, да, вроде и крыша. Вот. Ну и в целом от солнца в первую очередь. Ну, продолжаю дальше. Раскладушки, столы. Все потихоньку. Постельное готово. Постельное, ребята, готово. Так, что, ребят, сейчас быстренько, наверное, сделаю прикормку, замешаюсь, искупаюсь, да начнем готовиться к рыбалке. Фух, водичка. Очень понравилась минералочка. В Москве попробовал, кстати, под Москвой. И смотрю, у нас тоже есть. Но в Магните, короче. У нас в деревне Магнита, ребят, нету, пятерки. И как бы, ну, не везде. Как бы у нас и не охлажденку, ничего же не продают, ни такого нету. Все только замороженное, если мясо замороженное. Как бы так. А надо, короче, в райцентре. Ну, короче, тут не купить. И вот сейчас в Магнит заезжал. Смотрю, есть. Очень понравилось минералочками. Такая приятная. Так, ладно. Тут пока есть у нас там бутылочка замороженная. Холодильничек. Пускай пока меньше на открытом воздухе, как говорится. Вот. Пойдем замешаемся. Так, ребят, ну чё, замешаемся. Пускай настаивается. Ну, в принципе, у меня тут ничего, ребят, ничего интересного. Все по стандарту, как говорится. Не изменяем. Полотенышко есть. Самое главное. Вот. Пару пачек прикормки взял. Старая еще, еще прошлогодняя у меня фидер Кармак от Миненко. Я только на Миненко стою, ребята. Вот. Хит продаж. Прикормка для спортивной ловли.
Ну, это что, универсальная, можно так сказать. И вот новая сладкая кукуруза. Вот ее первый бью. Мыши поели в транспортной компании. Представляете, ребят? Приезжаю в транспортную, пришел у меня 3 коробки. Я беру сразу много. Смотрю дырки, блин. Смотрю, вот такие дырки. Нормально. Это китом отправляли, кстати. Так, тут у меня тоже Огмененко. Сладкая кукуруза. Поехали. Раз почуха. Два почуха. Стабильно, ребята. Кукуруза. Тоже в Магните брал, какая-то новая, я не знаю. Обычно Бондюэль беру. Бондюэль дорогая стала. Вот это что-то у нас сладко в зернах. В зернах самое главное. Рыба, ребята, ест именно как раз зерна. Вместе с водичкой туда. Вот. Ну и понятно, шайба, пшенушки. Юрьевна запарила, вчера попросил. Вот. Все. Это у нас под мусор. Кстати, похожу сейчас по берегу, мусор пособираю. Тоже смотрю, накидали что-то. Ну, крышки что-то там, бутылка вон валяется. Пособираю, сейчас похожу, уберу все это. Ну и что, мелаской сдобрим. Все это мелаской. Тоже добиваю уже баночку. Все. У меня еще литрушка есть, скажем так. На сезон хватит. И парни там, спортсмены, ехали, остатки тоже поддавали. Короче, хватает этого всего. Все. Вот такой состав. Пшено как база идет. Тверские кормушки надо, ребят, такую более сделать плотную. Как бы здесь нет такой задачи закормить точку. У меня 6 удильников будет, получается. И как бы клипсоваться не буду, просто забрасывать как донку. Вот. И что, чем больше в кормушке прикормка будет пылить, тем лучше. Все, я думаю, мне хватит на ночевочку, на вечерочку, на утряночку. Вот такая прикормка. Отлично. Вот кинул шарик, ребята, специально посмотреть. Даже вот здесь, у берега, маленькое течение, видите, как разносит. Не знаю, с одной стороны светлая прикормка, блин, может и испугает рыбу, потому что здесь пляж, малек вот скопился, но уже растянуло на метр. Соответственно, там, ребят, будет, ну, плюс-минус то же самое. Вот по этому шлейфу и должна подойти рыбка. Ну, прикормка светлая. С одной стороны, возможно, это будет хорошо, с другой стороны, возможно, это будет и плохо. Ну, кто профессионалы, пишите, ребята.
Так, ребят, ну чё, блин, думаю, понедельник. Я вот в выходные почему не езжу, потому что вот, ну, народ, не народ. Стараюсь в будни как бы и стараюсь как-то куда-то там. Ну так, вот сейчас, когда проезжал, ну понятно, там народу очень много. Рядышком с деревней, никто далеко не ездит. А напротив, вон приехали ребятки деревенские, я знаю, на каракате или на мотоблоке. Ну, буду стоять напротив, получается. Ладно, как-то так. Так, друзья, сырские кормушки я уже показывал, да, как это вообще все выглядит, что за снасть. В общем, вот такая снасточка, ребята. Такой отвод, лепесток идет для подъема. Тут бусина, 100 грамм кормушка. Вот, и два маленьких поводочка на шнуре. Именно на шнуре, ребята. На плетенке, в общем. Я когда-то заказывал у пацанов, кто рыбачит именно на них. Посоветовался, вот они мне подсказали. Потом что-то как-то пробовал, но нифига мне не зашло. Не мог я что-то понять, что как, что кого. Вот бывает, что вот только вот перепутывается здесь. Здесь получается кольцо и на кольце два поводочка. Вот. Ввожу я вот так в пакете, чтобы не путалось. Вот. Забиваем прикормку и вот рыбачим на пенопласт. Пенопласт поднимается от дна и вот стоит как раз где-то вот так. Ну вот, в общем, я разловил, как-то мне очень понравилось. Пробовал, на сало рыбачат. Ну, потом со временем поотрывал много очень. Вот, и сейчас заказал новые на ВБ. Заказал на ВБ, ребят, 5 штук. 5 штук. Тоже 100 грамм. Только немножко уже, ребят, смотрите. Тут немножко по-другому. Здесь идет коромысло. Вот. Снизу коромысло. Два поводочка. Ну, может, с одной стороны и хорошо, что вот они как раз и не путаются между собой. Вот. И получается у нас сверху вертлюг. И еще вот идет такой отвод и еще один поводочек. Тоже на плетеном шнуре. Ну, в общем, три получается. И уже на отводах. Видите, как? Здесь уже идет шнур. Такой, наверное, 0,6 или 0,7. Вот. Фишинг. Аксорис Атом. Короче, не знаю, 100 грамм, ребят. Атом оснащенная. Атом называется. Вот. Два крючка, поводок, что-то кормушка, отвод. Ну, короче, вот так. Вот такого макара и такого макара. Ну и, в общем, еще заказал, ребят, пенопласт. Фишка у них ложить вот эти светлячки. Почему-то, не знаю, у всех. Вот. Я заметил, чем меньше, ребят, тем лучше. Ну и вот как раз почему-то вот именно такой цвет у меня заработал. Я брал всякие белые, красные, розовые, малиновые. Вот именно вот такого, не желтого даже, да, вот как кукуруза цвет, а именно зеленого. Это у нас цвет масла аниса. Вот. Ну, также, смотрите, можно с личинкой, то бишь пенопласт 3 опарика, самостоятельно. Вот один большой или 3 маленьких с кукурузой. Для ловли с технотоном. Короче, ну, в общем, вот буду их использовать. Вот. 2 пачки этого и 5, короче, вот таких у меня. Все, буду заряжать. 3 человека приехали. Ну ладно, что. Пускай рыбалят. Ну вот еще кукуруза у меня есть. Красная. Это еще от Карпомании. Огромная. Это карповая, конечно. Ну не знаю, может тоже подсажу. Крупная. Посмотрим.
Ну что, братцы, пробуем. Не знаю. Шарики крупные, да. Базара ноль. Крупноватый шар. Ладно. Как есть. Вот так мы его раз. Даже жало вытаскиваем. Но зато мелочь, ребят, не будет грызть. Уже конкретно лечь. Ну, я и взял ловил, конечно. Нельзя головля. Все, и забиваем нашу кормушку плотненько, так скажем. Вот удобно на пляжах. Ну и летом, когда руки можно помыть. Пшена много, сразу скажу. Юрьевна отварила, так отварила от души. Ладно, что, пускай будет. Такая желтенькая. Ну что, первую погнали. Куда-нибудь туда. Кто там у нас летит? Вертолет пожарный. Огонь. Огонь, ребята. Ну, бубенчик. И до свидули. Че, вторая полетела. Отлично. Бог не дурак. Точнее, Бог любит троицу. Так, ребят, что, Бог не дурак, любит пятак. Поехали. Отличненько. Так, ребят, ну что, Бог не нищий, любит 1000, как говорится. Полетели. И раз. А тут уже мелко. Тут уже мелко.
Как же тяжело привыкать, это вообще труба, конечно. Ну ладно. Ну что, зарядился, в общем. Поставил все на пенопласт и все вот на вот этот цвета горошика. Ну, не знаю, ребят, у меня вот получается, ну да, прошлогодний сезон полностью. Вот, и было сравнение разные цвета и вперемешку, и так, и так. И вот все вот на вот этот цвет работал. Голавль попадался, лещ. Короче, цвет вот этот прям зарешал. Ну, не знаю, это в прошлом году, конечно. Вот. Сейчас даже пару раз что-то брякнуло. Там брякнуло, тут брякнуло. Не знаю, там скатывается или что. Посмотрим, как трава, грязь, не грязь. Короче, не знаю. Ну, в целом, вот так. Хочу спокойно. Просто без всяких вот этих нервиков. Сидеть, кормить там. Понятно, на фидер все это быстрее. Ну, здесь как бы так. Охота, спокойствие какое-то, покайфовать. Вот. Ну, и говорю, только вот соседи приехали. Немножко так разрядили. Больше степени так для съемок. Потому что, ну, река не широкая, и как бы я вижу, они сидят, кушают. Вот. Такие дела. Так что так, что. Ну, рано еще. Рано, ребята. Будем ждать вечера. Время 5:30. Так что 5:30. Не знаю, как, что там. Как клюет, не клюет, на что клюет, где клюет, как клюет. Пока непонятно, ребята. Да, в этом году и не разведок, и нифига толком, и, короче. Ну, что делать, вода вот. Вода неделю назад, здесь вода стояла. Он как-то так. Жарко. У меня, кстати, ребят, прикол есть. Сейчас покажу. В июне был день рождения. И Лариса Юрьевна мне подарила, ребят, вот такой фонарь кемпингский. Лампа. Но лампа непростая. Сразу видите, да? 3 лопасти, свет, 2 режима. Я потом только разобрался, думаю, как второй режим. 300 грамм весит. Размеры. И получается батарея 1800. Вот. А он Верчер, как бы, ну, фирма непростая, такая нормальная. Она мне сумочку подарила и вот такую лампу. Там паспорт, зарядка. В общем, 3 лопасти. Это не 3 лопасти, это 3 режима, ребята. Вот такая лампа. Но это еще и получается у нас вентилятор. Так, вот получается кнопка включения. Первый режим, второй режим, третий режим. Выключаем. И фонарь получается. Я думал, как вот в режим. Оказывается, надо просто удержать. Смотрите, оп. Он, ну, в общем, поярче. Не знаю, как будет светить. Конечно, вот такая лампа. Также можно его вместе с вентилятором. Вот. Ну и выключать получается. Зарядочка здесь. Вот. Можно подвесить, а можно поставить, допустим, вот так. Реально, ребят, дует. На первом режиме даже. Вот так, если что-то делать, вязать. Там снасти какие-то. Вот такая лампа, ребят. Не знаю, сколько батарейка хватит. Но, кстати, я пробовал порубанка и работает. То бишь он сразу и питает, и работает. Потому что некоторые фонари надо сначала зарядить. От порубанка напрямую не работает. А здесь вот работает. Вообще кайф. Вот даже на первом режиме. Нормалды. На втором. Вообще пушка. Солнышко уходит, ребята, и уже хорошо стало.
Не так уж прям. Ну сегодня прям, да, 33 на солнце там, ребят, все там, блин, да, песок аж горячий. Хотя на днях еще было что-то, ну холодно было, короче, ночью было 6 градусов всего, или 9. Такой холодный день стоял что-то, потом резко бац, и вот жара. Короче, что будут час-полтора держать, перезаброс, час-полтора перезаброс, вне зависимости, если даже поклевки будет или не будет. Короче, как на донке, в общем. Вот. Ну, мелочь не донимает, и это радует. 2-3 хвоста на копчелочку. Как закоптить хочу леща. Вот. Будет самое то. А ребята на удочку рыбачат. Возможно, даже они не с ночевкой, так на вечер. Тут дорога проходит лесная. Раньше на Старицу, там на избушку сожгли, и набор, с той стороны бор, за грибами можно выскочить. На машине не проехать, а вот мотоцикл, мотоблок, вот у нас в деревне очень спросом. Прям на мотоблок сели. Понятно, что как бы скорость небольшая, но зато не пешком. Ну и вот приехали спокойно втроем. Нормально. А вентилятор-то хорошо, ребят. Понятно, что теплый воздух, но все равно освежает. Так, ребят, что, первый перезаброс. Река как стекло. Окунь вышел на пляжах кормиться. Здесь окунь есть, да. Чайки ругаются. Не чайки, эти маленькие, они злые такие. Я босиком, ребят, всю ночь буду ходить. Я даже ни носки, ничего не брал. Ни калоши, ничего. Люблю летом босиком ходить. Ноги, пускай отдыхают. Да не ругайтесь, что ругаетесь? Посмотрю, как обстановочка. Трава, не трава. Что у нас? О, ребят, плохи дела. И пенопласта нету. Почему-то. Или сейчас вытаскивал, слетел или что. Блин, смотрите. За час столько травы. Хрень полная, конечно. Это плохо. Очень плохо. Достанет эта трава, конечно. Пенопласта странно нету. Почему я вроде аккуратненько так не обращил. Или такой мягкий, может он. Не знаю, на ВБ же брал. Вроде так. Просверлил его. Странно. Это уже меня не радует. Это уже, ребят, плохо, конечно. Я сижу здесь, жду, пенопласта нет. Ну и кашка тоже вымыла за часто. Нормально вообще. Посмотрим, что загадывать. Загадывать, ребят, не загадаешь. Трава плохо, пенопласта нету плохо. Хреновые дела. Хреновые дела, блин.
Налетело всякой гадости. Мухи, вода. Так, ребят, что? Блин. Пенопласт фуфло. Ну, хорошо, старый есть. Он там реально прям покрепче. На этих вот как раз с отводами почему-то висели. Скатывается. Ну, блин, все равно. Я сколько рыбачил, такого не было. Хоть всю рыбалку они висят и висят. А тут вот что-то набухают и, короче, все. Ну и травы вот такая гирлянда за час. Да. Может и рыбалка под вопросом быть. Ну ладно, ребят, что? Как-то приехали уже. Мотаться, бодаться, все равно только разведки покажут. Как сейчас, на что лучше. Ну, видите, вода вроде и падает, а травы вон, как весной. Вот вам и весь. Вот вам вся любовь. Ну что, так и будем ходить, не знаю. Место лайтовое, лещ тут есть. Может и попадется. Загадывать не будем, в общем. Ладно. Я сижу. Мне хорошо. Езёк, ребятки. Езёчек. Ну что, ребят, не все так потеряно. На зеленый вот этот попался. Не знаю, ну и уже вот травы там уже сантиметров 15. А прошло всего минут 15. Короче, не знаю. Ну, днем, с вечера подъязок, почему бы нет. Вечером, конечно, должен лечь. Видали, ребят, какой улов? Сорожка забагрилась. Малышка. Вот пенопластик висит. Вот видите, все, дырочка уже такая у него. Сейчас посмотрю белые, как себя чухают. Вот что, ребята. Но это же не клюет, правильно? Она же просто корм ест, наверное, и багрится. Шакал вообще. Короче, что я подумал? Белый тоже не весь на крючках. Это просто, когда я выматываю, скорее всего, я его о песок. О песок, ребята, я его стаскиваю просто. Вот и все.
Мне кажется так. Ладно. Будем надеяться, что все получится. А если не получится, то мы заново попробуем. Поклевочка. Что-то небольшая. Сорога, ребята. Короче, блин, на пенопласт. Ё-моё. Может, сороги вообще? Ну, тыркает же кто-то. Только закинул его. Еще подъездок, ребят. Смотрю, что-то теребонькает. Не понял. Такой небольшой, ну пойдет. Садочек пойдет. Второй у нас. На белый взял, кстати. Это тоже что-то поддергивает. Ну, какая-то мелочь. Будем брать. Елец, ребята. Охренеть. Я думал, мелочь не берет на это дело. Так, ну что, перезабросил. Может и расклюется, ребят, вечером, ночью выйдет лечь. Я думал, мелочь не трогает пенопласт. Елец, сорожка такая, значит, она не просто так, она, значит, тюкает, интересуется.
Ну и то, что поводок короткий, а вот она и секется. Ну что, второй язык там, понятно, это не печорский, ребят. На копилку пойдет. Рыбу закоптить хочу. Ну ладно, ждем Леху. Ну что, братцы, вот и время пришло. Время прошло, да? Этот, как его? Че, все? Соседи уехали. Ну, так и было понятно, что они на вечер. Молодцы. Приехали, на удочку мелочь половили. Вот. Ну, только удочками рыбачили. Ну, там такие сорожки, я не знаю, я не видел, как бы. Что-то доставали, в общем. Костерок сделали. Сварили уху, я так понимаю, потому что рыбу чистил. Видно что-то, ну, возле берега шкурил, там видно, что... Ухи поели, сели на мотоблок, поехали домой. Во, кайф, молодцы на самом деле. Приехали, вот 3 часика порыбачили. И как бы по кайфу. Душу отвели, что, нормально. Сейчас вот поехали ехать. Ну, прилично тут ехать, тут надо круг давать на мотоблоке-то. Ну, что, не пешком. Ну и что, троллингисты тоже угомонились, последние 2 лодки вот прошли в деревню подниматься. Вот. Как бы поплавочная удочка, поплавочная тема и спиннинговая тема заканчивается, наступает темно, и тема фидеристов, доночников, да? Вот. Так и не понял ни хрена, какого хрена это мелочь, ребят, кто вот рыбачит на пенопласт, напишите. А вот и сейчас даже там дзынькнет, в общем, ну, видать, все-таки атакует вот этот шарик. Потому что и сорожка попалась, и до этого там багрилась. Я думал, просто может багриться. Нет, елец прям вот сейчас попался там. Ну, подъязики-то понятно, повеселее. Вот. Чайки что-то разбушевались. Время, ребят, у нас 10 час. Так-то уже, если разобраться, лампу повесил. Вот. Приготовим ужин. Покушаем, а то я сегодня ничего не обедал. Ну, жара не лезет, по идее. Завтракать тоже не завтракали. Да, я быстро-быстро смотался по магазинам, приехал в деревню. Тут в деревне, короче, я тут немножко за ответственного, ребята. Мама уехала там по делам в больницу. Вот. Тут огороды, не огороды. В общем, кто недавно, чтобы вы понимали, здесь живет мама, я не живу здесь, я живу в другой деревне, так скажем. Вот. Родился я здесь, но живу чуть подальше. Как-то так. Сегодня у меня скромно, ребят, быстренько, так скажем. Ничего не охота что-то варганить, готовить. Просто быстро сделаем, так скажем. Завтрак-перекус-ужин. Ну, летом, я думаю, это нормальная тема. Вот. Да и поперекусим горяченького. А можно и холодненького. Вот. Не знаю, что с лещом будет, конечно. Трава, конечно, блин, бешено налипает. Ну и ладно, мне вообще по кайфу. Такая панорама здесь, ребят. Здесь пляж, а там вот как бор получается. Вообще кайфово. Тепло. Вот это лето, немножко тоже охота вот этого. Тоже, блин. Отдыхать не получается ездить. Девчонки сейчас хоть ездили, там немножко так покупались там, ну, в аквапарке, да что. Как бы, ну ладно, уже там ради дочки, как бы там, ну, понятно. Потому что тут уже сам уже как-то. Да я вот кайфую, ребят, мне какая Турция там, да, или что-то еще море, мне не надо. Вот, ребята, мой отдых. Мне здесь очень нравится. И, ну, я имею в виду у себя на родине. Да, везде хорошо. Ну, свои края, свои болота, они манят, ребята. Так что. Да и так я уже побывал с рыбалкой много в каких городах, да, и там, как бы. И на это пробовал, и на то, как бы. Ну, свои стены, это свои стены, ребята. В гостях, конечно, хорошо, когда тебя принимают, когда встречают, но когда ты у себя, и как бы я знаю каждый тут миллиметр, так скажем, да, вот, ну, ты просто как этот, ну, ты дома, короче. Это понятно, да, ребятки? Так что давайте, ребятки, начнем
в органике. А в органике сейчас все покажу. Так, ребят, частенько Юрьевна делает у меня такие завтраки. Вот сейчас, ну, мода пошла, видите, все готово. Лепешки, сыр даже вот этот, ну, уже натертый, да. Короче, сейчас вот колбаса нарезана. Да, это бабки все, конечно, и это нифига не здорово. И не полезно, но, как говорится, все это шагается вперед. И я, короче, тут практически с дому взял, забрал. Единственное, там заезжал, там кое-что покупал. Но у нас вот такого не продается, ребят. Тут у нас нет магнита, говорю, нет такого привозного. У нас не охлажденки, вот такого ни хрена нету. Это только вот в райцентре. Где я живу, где мама живет, такого не купить. Понятно, что майонез там, да. Короче, тут, грузинский какой-то провансаль, ребята, у меня пхали. Да, простят меня грузины, если я неправильно назвал. Короче, какой-то вкусный соус. И вот эти, я не знаю, конвертики, не конвертики, кто и как их называет. Вот. Я сейчас замучу. Кто на завтрак, а я буду на ужин готовить все. Вот. Что мы делаем, ребят? Берем мы лаваш вот этот круглый. Надеюсь, что у меня, ребят, ничего не испортилось. Ну, так-то в вакууме все. Делаем надрез один с центра. Вот так вот. Раз. Так, и погнали. Ну, это все быстро. Можно помидор добавить. Не знаю, я, наверное, просто колбасу с сыром сделаю. Наверное, вкусный. Как думаете, ребят? Класс. Обмазываемся мы тут все. Соуса можно побольше. Короче, я так. Берем колбасюню. Что угодно. Можно фарш там положить. Курицу вареную там. Короче, что есть в холодильнике, то и кидаем. Вот. Сюда мы. Бам. 2, наверное, да, ребят? Бам. Так. Такс. Помидорчик. Ну, помидорчик, я думаю, лишним не будет. Помидоры с дома мытые. Вот так, 3 штучки. Это мы сюда положим. Сейчас что-нибудь замутим, ребят. Ну, туда сырок. Сырок подплавился. Бедолага. Ну, жара такая. Вроде в сумке, в холодильнике ложил. Эту бутылку замораживать маленькую. Но все равно. Все. И что-то там раз. Ребят, и раз. Все. Вот такой конверт. Все, вылазит. Жарим это на сухой сковородке без масла. Чтобы сыр расплавился. И вот такие конвертики. Ну, короче, так, знаете, заморочиться. На завтрак. Говорю, что есть в холодильнике, то и кидаем. Тортилья. Это же, по идее, испанская, да? Или мексиканская вообще лепешка.
Можно соус какой угодно, кетчуп, майонез там, я не знаю. Похрен. Самое главное быстро. И вкусно. Раз. Помидорчик тоненько надо нарезать. А там можно и перчик какой-нибудь. Так вроде, да, ребятки? И сырка. Можно вообще сырную сделать. Чисто сыром. Я обожаю плавленый сыр. Ну, горячие бутерброды. Знаете, да, ребятки? Раз. Раз. О. Бомба. Сейчас с колбасой сделаю и сыром еще. Вот, без помидоров. Помидорчики так погрызу. В общем, вся любовь. Вот сейчас еще один сырный. Давайте сырный сделаем, ребят. Так, соус будем добавлять? Давайте без соуса попробуем. Чисто такой заряженный будет. Все равно надо это все убирать. Ох, Вася. Такой будет у нас сочный, мощный, сырный, колбасный. Ну какой заряженный, ребята. Все, это на сковородочку. На сухую, чтобы просто растопилась. Булка поджарилась. И будет вкусняха. Огонек. Ну что, господа, у нас скромный ужин готов. Жарко, есть неохота, а здесь со вкусом горяченький, сыр расплавился, в общем, красота. Как и сказал, неважно, что туда набросали, что в холодильнике есть, то и накидали. Быстренько обжарили. Если у кого есть сковородка-гриль, красивые полосы сделать, то можно и так. Ну, я вот немножко подрумянил. Сырок расплавился, и все отлично. Я думаю, и не грех за хороших людей 5 капель. Так что, а у меня холодненькая, друзья. А у меня холодненькая. Заезжал в Магнит. Прикупил. Вот. Объемчик нехилый, 0,7, но всяко бывает, что и друзья рядышком катаются, или кто-то еще может в гости зайти. Так что, как бы, я не беру
под себя, да, я беру на всех, так скажем. Пять озер наша знаменитая. Одно время очень нравилось мне, потом как-то стало не очень. Ну, в общем, узнал, что ребята с компании изменили рецептуру, и сейчас вот на застольях покупаю только ее. Вот. Ну, такой дизайн, тут рыбачок на лодочке. В общем, как-то так. Голова, ребят, не болит, потому что рецептуру изменили, и на утро вообще по-другому себя чувствуешь, нежели от какой-то другой водки. Уже замечено. Сибиря. Так что давайте, как говорится, за хороших людей. Аж поет. С 2023 года вроде изменена рецептура. И, в общем, реально отходники такие жесткие от водки, как многие сейчас не пьют, самогон или что-то еще. Ну, понятно, ребят, от алкоголя, от любого, если ты очень много выпьешь, да, будешь болеть. Если все в меру, если когда ты закусываешь там, то я считаю отлично. Вот такая красотка светится. Ну, не знаю, потемнело, похолодало. Под тортилью, я думаю, можно. Как раз небольшой тост у меня для вас. Хороший вечер. Теплый, спокойный. На дворе у нас 20 июля. Да, лето, конечно, пролетает просто. Даже не успеваешь. Но лета не было. Ну что, ребята, давайте за хороших людей. Читаю ваши комментарии, а читаю все, ребята. Ну, как бы я не могу отвечать сразу, да, вот человек написал, допустим, сейчас какой-то вопрос и ждет какого-то ответа. Да, я вот бывает вот, ну, в походе, да, сегодня, или уехал вообще куда-то, да и вообще в целом, как бы, не всегда же сидишь там в телефоне, за компьютером, наблюдаешь это все. Ну, это просто тяжело. Комментариев много. И как бы, ну, вот не успеваю. Допустим, сейчас вот без связи, как бы, да, вот сейчас спокойно можно посидеть там в интернете, полистать, но нет. Вот, ну, сажусь, выделяю себе время и как бы читаю и старые, которые там пропущены. Не то, что пропущенные, заходишь просто в аналитику канала, и как бы все свежее, то, что написано там, да, вот оно все выскакивает не на этот ролик, а какой-то годовалый там дальности и так далее. И что заметил? Ну, блог я веду уже, ребят, давно, с 17-го года вроде. Короче, где-то там плюс-минус. Вот, и за все это время есть, которые прям с самых начал, вот реально как бы. Я уже знаю, как ник написан, как иконка выглядит, или фотографии вообще в целом, да. И человек там пишет под каждый ролик. Ну, бывает не под каждый, но все равно я ее вижу часто. И уже за это время, как бы, ну, они свои уже. Ну, заметил один такой момент, ребят, что бывают даже старые зрители, которые на канале. Вот. Не знаю, по настроению или не по настроению. Ну, под один ролик он пишет: Андрюха, круто, класс, давай делай, газ там и так далее. Ну, ему, в общем, понравилось, да. Потом какой-то ролик, ну, не знаю, может рыбалка там, не рыбалка не было там, или что-то еще там как-то. Вот. Он уже пишет немного там уже с какими-то такими обидами, не обидами. Ну, видно. Вот, не знаю, может настроения у человека нету. Но я просто этого человека уже давно уже вижу. И как бы я уже знаю, что это, ну, тот-то, тот-то. И можно даже зайти на этого человека и посмотреть всю историю комментариев, то, что он написал и оставил на канале. Реакции и так далее. И вот почему-то смотрю, вот переменчиво бывает. Здесь Андрюха молодец, здесь Андрюха не молодец. В общем, оскорбляет, там, вот. Потом опять проходит какое-то время, и опять, получается, человек пишет, что ему понравилось там. Ну да, я не спорю, как бы, ваше мнение, там, да, я читаю и слушаю, и смотрю. Но смотрю, что за последнее время стало это очень часто.
Видать, что настроения у людей реально нету, и как бы настроение по ролику. Ну, здесь, ребята, это момент сейчас, да, вот то, что сейчас я вот снимаю, вот этот момент, сейчас он. Завтра будет, и у меня здесь все по-другому, допустим. Но я остаюсь там, да, уверен там к своему делу, там, ну, не поймали, не поймали, как бы, я же не бросаю и не психую, как бы, и никого не оскорбляю, вот, в первую очередь. Так что здесь, почему за хороших людей, потому что, ну, неважно сегодня как получилось, завтра, ну, мы все равно идем вперед и потихоньку достигаем своих целей. Так что настроение, да, она настроение, но надо себя сдерживать, да, вот если у тебя настроение плохое, там, и что-то еще, и ты на этой ноте можешь просто спылить, да, там, неправильный шаг сделать, там, с семьей поругаться, там, друга послать, там, на 3 буквы, написать плохой комментарий, там, да, а на следующий день, там, успокоишься, там, и как бы этот. Так что я о чем хотел донести, ребят, ну, сдалека зашел, да, ну, я любитель, вы же знаете, что здесь нужно немножко как-то вот сдерживаться, успокаиваться, в общем. А чтобы быть спокойным, надо ездить на рыбалку, ребят. Вот и все. И тогда будет все нормально, все будет. Дома на работе какие-то проблемки, на рыбалку съездили, на берегу посидели, на следующий день приехали, все, как шелковые. Погнали дальше. Работаем, зарабатываем. Как мне корешок говорит, хорошо работать, надо зарабатывать. Ну, давайте, ребятки. Ну, я что-то хотел по-другому сказать, но не буду уже сейчас переписывать, перезаписывать. Я вообще не перезаписываю, ребята, если честно. Знаю пацанов, которые снимают, они приветствуют, по 15 раз записывают, я как-то вообще не парюсь. Ну, бывает, что и слова-паразиты там вылетают, и как-то неправильно доложу, да, ну, неправильно там вещь называю, но это потому что, ну, я как бы, ну, как пошло, оно так и пошло. Все понятно, да? Давайте, братцы, я уже хочу упустить ее. Пьем хороший алкоголь, ну, более-менее хороший. Стараемся кушать что-то более-менее в наше время. И ездить на рыбалку. Давайте. Опа, рыбка. Никогда не пробовал этот соус. Первый раз я его увидел. Такой он. Ну, грузины любят поострее. Нормально, зашла тема, ребят. Это с чайком, по идее, залетает вообще на раз. Просто круто. Вот ничего и не надо. Помидорчик в тему, кстати, но комар какой-то залетел. Ладно, перекушу, да. Пойдем перезабросим, уже время прошло, часто побольше уже прошло. Травы, наверное, опять там. Видали, ребят, такое? Две гуся, два подлещика. Охренеть. Два маленьких подлещика. Вот это бутерброд. Охренеть, вот это да. Вот, короче, мелочь клюет. Все равно.
Сорога, ребят. Сорожку возьмем. Давай, подруга. Вон сколько грязи плывет. Конечно. Ну, лавруха. Засранец, ребят. На зеленый. Я, кстати, перемешку понацеплял. Такой и такой. Вон, кормушка еще не вымылась. Ты что тут чудишь? Короче, такая рыбка у нас сегодня. Подлец, значит. Давай, бродяга, иди. Сижу, кайфую, ребят. Кто тут дергает? Опять непонятно. Кто? Где-то в этом районе. Опять какой-то мелкий рыб. Вот этот, походу. Что-то леска. Туда-сюда как будто. Ну, маленький колокольчик. А нет, там что-то. Маленький колокольчик. Да, ночки-то уже темненькие, ребят. На осень в любом случае возьму эти мигающие. То вот так ходишь потом, как этот. Не понимаешь, кто и как и где. Красота, ребят. Шикарная ночка. Теплая. Где-то звенит. А где? О, ребята. Ух ты. Стоять не уйдешь. Захотел. Ну, уже что-то похожее. Похоже на рыбку. Блин, отдергал-то еле-еле. Пойдет. Уже рыбка. Ну вот, ребятки, заодно и перезабросил. Все, пенопласт на месте. Вот, пожалуйста, мелочь перестала. И я и думаю, что ты думаю, или я дурак, или уже не едут. Короче, что у нас получается? Вот это рабочая, та рабочая, две тени рабочие, и на эту сорога, что ли, попалась, и так больше и не клюет. Вот пятачина, если на фидер падать, вот сюда надо садиться. Там почему-то вообще никак. На эту два езя попалось, что ли. Здесь всякое разное. Подлещики, сорожки, не сорожки. Здесь вот сейчас вот
Ну не лещ, но такой подлещ, да? Короче, вот здесь ориентир. Если что, так для себя понимать. Ну ладно, перезабросил. Минут 15-20 уходит на все это дело. Трудозаемкая вот эти закидушки, конечно, с этой кашей, с травой, это поводочки путаются. Ладно, еще пару таких и вообще нормально. Можно спать ложиться. Утром порыбачу. Ну, посижу пока что. Босиком топу, ребята. Эх, массаж. Ножки. Мои ножки зимой в сапожках офигевают. Так-то пойдет. На улице, ребят, уже рассветает. Первый час. А кто-то какой-то хулиган теребонькает опять. Непонятно. Где-то здесь. Так, что-то раз вышел, ударил. А сижу, что-то фильм смотрю. 2 ударил. Опять 3 ударил. Постою, посмотрю. Где-то тут маленький бубенчик. Подлещик, скорее всего, небольшой, наверное, залез. Залип. Ну, больше не уходили, получается. Лещики, лещи. На эту, ребят, опять на верхний поводочек. Опа. Главное, что все живое. Видите, весь пенопласт, ребят, на месте. Второй лещ, кстати, на отводной вот этот верхний берет. Ну как лещ, подлещ. Что-то они вообще не звенят. Какие-то вялые. Ну вот так вот. Ты еще и пищишь песком. Ну вот, перезабросил. В общем, ребят, одна закидушка работает. И главное на верхней. Ох, лосяра плывет, ребята, блин, по реке. Ну и понятно, сейчас не увидите. Ну да. И на ту камеру бесполезно, пока добегу. О, херачит. Уже подходит. Есть лосики. Расцветает. Че, надо покемарить, потому что солнце, ребят, встанет и все. Там уже не поспишь. Вот, короче, одна. Я даже эту уже сместил поближе. Те вообще молчат почему-то. И вот на верхней, короче. Интересно. Значит, те кормушки, которые надо будет использовать. Ну так, для себя, ребят, что-то кубы кидаю, короче.
подлещички. Только, ребят, только перепроверил. Поклевочка. О, дальняя заработала. А я еще сказал, говорю, о, молчит партизан. Это вроде. Да. Вот она, ребята. Вот она. Вот она. Ну берем что, поводки короткие. О, вот это уже пойдет, ребятки. Вот это уже Леха. Вот он, по утряночке, красавец. Леха Алексей. На желтенький, ой, на этот зеленый. Бомба. Красавец. А я уже спать, ребят, хотел ложиться. Ну, что-то, видите, нарисовывается. Свою рыбку-то мы и поймали. Копчеха будет великолепная. Девки у меня просили. Блин, ну клюет он, ребят, не так. Вообще, как бы. Трик, вот это, трик. Ну вот, дальняя сработала. Хорошо. Я на нее, правда, езжал, ловил. Но все равно как-то так утренний. Нормально. Пойдет. О, ништяк. Уже рассвело, ребята. Солнце встает. Ноги подсохли, уже не пойду в воду. Не хочу мочить. В спальник залез. Кемарнем. Часик-два. А может 3. Ну, больше не даст. Солнце встанет, жара будет. Хотя дверь открыта. Блин, радует эта штука. Антикомарин. Вот этот. Не антикомарин, а вот этот. Спиральки. Пластинки вот эти. Реально. Даже с открытой дверью работают. Все, ребят. Я что-то отбиваться. Че, рыбалка, в принципе, запланирована. Все удалось. Как бы бодаться больше даже и нет смысла. Утрянку еще простою потом. Ну, уже под солнцем. Все подсохнет. Да я нормально. На копчуху поймал. Все, давайте, братцы. Иш. Вот это бодрит. Вот эта водичка.
Вот это бодрит, ребята. После ночи-то она остыла. Но зато очень хорошо бодрит. Это самое. Контрастный душ, как говорится, с утра. Взбодриться, освежиться, проснуться. Лещик прыгает. Затяжной пляж. Очень-очень далеко надо заходить, чтобы погрузиться в воду. Ой, хорошо. Рябчики где-то тут пели с утра. Ну и чайки разбудили уже. Опять что-то нервничают. Ребят, всем доброе утро. 7 час, жарит. В шатре уже духота, хоть и дверь открыта, но солнце, ребят, делает вещи. Ну, окна-то закрыты у меня, получается. Да, я уже и не стал что-то тут. Так, спальник, потом расстегнулся, потом одна нога вылезла, потом другая, потом вентилятор поставил на лицо. Ничего, слушайте, так-то для лета, я считаю, вещь прикольная. Даже если вот так лежать, подвесить над головой, обдувает. Батарейку я не высадил, но я не особо много, короче, использовал. Буду собираться. Не вижу смысла сейчас что-то тут перезабрашивать. Да, возможно, какой-нибудь ясь может ударить. Лещ в любом случае отошел. Ну, вчера уже утром, уже в 4 вот поклевок уже все не было. Сейчас 100% будет клевать мелочь. Неинтересно мне. Я и так все пальцы порезал. Потому что с лески, ребят, хорошо. В чем, кстати, преимущество лески и шнура? Вот когда вот донки, занимаешься донками, с лески проще вырвать вот эту траву. А сами видели ее сколько. А вот на шнуре она вот и пальцы страдают, и ее тяжело со шнура убрать. Буду собираться. Что, сейчас пока соберу, час-полтора пройдет. Лодку хочу помыть. 7 часов уже, с начала 8, 2 минуты. Лодку хочу помыть, край. Лодка постоянно на воде, и знаете, вот эта желтая полоса от всего вот этого. Вот. Я стараюсь периодически ее мыть, когда вот на пляжах, когда можно в воду зайти, чтобы она не приедалась. Помыл и ходишь, помыл, потом ходишь. Если этого не сделать, все это задубеет, и потом только химия, керхер и так далее. Уже так щеткой не отмоешь. Вот. Так что, ребят, что, нормально. Вот. Ну, утрянку, как бы там, до утрянку. Ну, солнце уже начало вставать. Я вот лежал еще, смотрел, как бы. Все. Нормально. Вечер, ночь. День там даже чуть зацепил. Ну, понятно, вот. Разобрался хоть, теперь буду понимать. Пенопласт решает, на него можно рыбачить. И в целом, как бы, рыбачить можно неплохо. Вот. Ну, лещ не долечь, ну, рыбку свою мы поймали. Так что все, собираюсь. Сейчас потихоньку. Я собираюсь долго, ребят, нудно. Вот. Ну, как-то так. Ну, в целом, будем домой уезжать. Сейчас солнце поднимется, ребят. Уже солнце жарит. В 10 часов, 11, все, здесь уже будет невыносимо. Полка открыта, пляж. Вот, скупался, взбодрился, только хорошо стало. Так что так.
А напоследок я скажу... Так, мелко, мелко, мелко. Вот так вот. Ну что, братцы, все, подсобрался, блин, тяжело. Мошка какая-то, а вода, блин. Пытался раздеться, что-то жрут вообще невозможно. Ну, напоследок помылся, все. Ну, зато все чисто, ребят. На песках стоять — это такое себе удовольствие. Все приходится потом мыть, комповать. Столики, стулики, все, ножки. Ну, я люблю такой порядочек. Зато на следующую рыбалку знаю, что все готово, все чисто. Знаю, что тут подделать надо, тут зашить надо и так далее. Короче, порядок, дело такое. В целом, задачу выполнил, ребят. На коптильню я поймал 4 подлещика, 2 из них хорошие, один вообще достойный, не знаю, может в районе килограмма. Пару подъяздиков, там сорога. Ну, сорогу там котам, у нас котов много деревенских. Вот. В целом, что-то так плохо начиналось. Ну и вот так штучно. Вроде подловили ребятку. Отлично. Ладно, пру домой, ребятки. Буду коптить рыбу. Ну, естественно, снимать не буду. 1000 раз показывал горячего копчения. Ничего нового. Классика. Вот. Ну, следующая рыбалка, я думаю, девчонок надо вытаскивать как-то. Ах, всю спину сожрали, ребят. Все, на воздух. Не могу. Давайте на природу, ребят, не болеем.